Часть 15. Этногенез и биосфера. Этногенез и биосфера Земли? Вы знаете, да, была такая книга. Удивительно интересная. Я ее с удовольствием прочитала. Правда, ее совсем зачитали, не помню, оставили ее на полке или нет, говорила мне пожилая женщина, библиотекарь подсобного фонда Российской государственной библиотеки. Главную книгу Льва Гумилева я впервые прочитал в 1993 году. Это было одно из многочисленных тогда пиратских изданий. Теперь в моей библиотеке стоит и новенький, хорошо изданный томик этногенеза. Но ни в пиратских изданиях начала 90-х, ни в современных качественных изданиях «Астрель» и «Айрис Пресс» не сохранилась вступительная статья профессора, этнографа Рудольфа Фердинандовича Итца, которая предваряла первое и второе издание этногенеза. В моем родном городе найти первое издание оказалось трудно. В одной библиотеке книга была столь зачитана, что ее пришлось отправить на реставрацию. Из другой вообще исчезла. Пришлось отправиться в Ленинку, но и там этногенез нашли не сразу. Тысячи читателей Центрального подсобного фонда Ленинки привели книгу в негодность, пришлось искать другой экземпляр. Но фантастический для научной книги успех придет на рубеже 80-х и 90-х, а в середине 70-х годов Гумилева неожиданно перестали печатать. Вскоре после статьи Козлова двери издательств и редакций журналов стали все чаще закрываться перед Гумилевым. С Козловым Гумилев пикировался с 1971 года и теперь снова решил вступить в спор. В начале 1975-го Гумилев направил письмо в редакцию «Вопросов истории», приложив к нему свой ответ Козлову. Журнал долго не отвечал. Дважды главный редактор, член-корреспондент Академии наук Трухановский, собирал редколлегию, но ответ Гумилева так и не вышел. Трухановский сообщил Гумилеву, что публикации помешал академик Брамлей, директор Института этнографии. Если учесть, что ближайшим соратником Брамлея был Козлов, они даже часто выступали в соавторстве, то можно предположить, что именно Юлиан Владимирович стоял за публикацией антигумилевской статьи. Но у Гумилева и без Брамлея хватало влиятельных недоброжелателей. В 1977 и 1978 Трухановский дважды заказывал Гумилеву большие статьи по истории евразийских кочевников, и дважды их не пускал в печать академик Рыбаков, причем вторая статья уже прошла редактуру и была сверстана для журнала. Гумилева перестал печатать даже родной вестник ЛГУ. В 1976 году главный редактор отклонил новую статью Гумилева «Факторы этногенеза». Так прервался знаменитый цикл «Ландшафт и этнос». Гумилев называл его «сюитой». Биографы Гумилева и его ученики представляют травлю Гумилева как нечто исключительное. Между тем, с подобными препятствиями сталкивались многие историки, чьи воззрения расходились с общепринятыми в советской науке. Вот только один пример. Блистательный медиевист Арон Яковлевич Гуревич считал себя человеком исключительно счастливым, просто баловнем судьбы. Но вот журнал «Вопросы истории» 20 лет его не печатал. Гумилева этот журнал не печатал 18 лет. Гуревич с конца 50-х по 1973 год был постоянным автором престижного сборника научных трудов «Средние века». Но однажды Гуревичу устроили проработку. Он, оказывается, преувеличил роль католической церкви. Так его перестали печатать и «Средние века». Полного запрета на публикации Гумилева не было. С ним продолжал сотрудничать журнал «Природа». Статьи выходили в научных сборниках, в ученых записках Ленинградского и даже Тартусского университетов. Правда, публикации были в основном проходными. Тайная и явная история монголов XII-XIII веков. Монголы и меркиты в XII веке. Сюжеты из давно опубликованных
поисков вымышленного царства, история колебания уровня Каспия за 2000 лет, тоже повторение старого. Исключением была статья «Биосфера и импульсы сознания», одна из программных у Гумилева. Она вышла в 12-м номере «Природы» за 1978 год. Редакция журнала вновь, как и в 1970-71, решила завязать дискуссию об этногенезе, тем более что Гумилев переформулировал и уточнил многие понятия по сравнению с рубежом 60-х и 70-х годов и ввел термин «техносфера» — царство мертвых вещей. С техносферой он сопоставил ноосферу Вернадского. А что дала нам ноосфера, даже если она действительно существует? От палеолита остались многочисленные кремниевые отщепы и случайно оброненные скребки до рубила. От неолита — мусорные кучи на местах поселений. Античность представлена развалинами городов, а средневековье — замков. Даже тогда, когда древние сооружения целиком доходят до нашего времени, как, например, пирамиды или Акрополь, это всегда инертные структуры, относительно медленно разрушающиеся. И вряд ли в наше время найдется человек, который бы предпочел видеть на месте лесов и степей груды отходов и бетонированные площадки. А ведь техника и ее продукты — это овеществление разума. Что же касается произведений гениальных поэтов или философов, то они остаются в памяти людей, не образуя никакой особой сферы. В этом же номере «Природы» появилась статья историка первобытности Абрама Исааковича Першица и географа Вадима Вячеславовича Покшишевского «Ипостаси этноса». Соавторы работали в Институте этнографии, то есть должны были представить официальную точку зрения советской этнографии. В общем, они так и сделали. При этом критика достаточно сдержанная, вполне академичная, без запрещенных приемов, к которым недавно прибегал Козлов. Тяжелая артиллерия советских этнографов с ее бронебойно-зажигательными обвинениями в антимарксизме и фашизме на этот раз молчала. Авторы с Гумилевым не соглашались, но не нарушали этики нормального научного спора. Сама дискуссия в авторитетном академическом журнале показывает, что даже после третьей статьи Козлова Гумилева признавали вполне профессиональным ученым, с которым не зазорно спорить на страницах солидного издания. В 1975 году ученый совет географического факультета рекомендовал к печати географическую диссертацию Гумилева, но издательство ЛГУ отказалось ее публиковать. Через 2 года Гумилев предложил рукопись этногенеза издательству «Наука». На этот раз Гумилев заручился еще более основательной поддержкой. Он получил 10 положительных рецензий, включая отзыв доктора биологических наук Смирнова, заместителя председателя биологической секции и международной секции научного совета по проблемам биосферы Академии наук СССР. Вновь свою рекомендацию дал ученый совет геофака ЛГУ. Но издательство согласилось печатать книгу только под грифом Института этнографии и направило рукопись академику Брамлею, который такого грифа, конечно, не дал. Одновременно «Наука» не приняла у Гумилева заказанную для популярной серии небольшую книгу «История природы и история людей». После двойной неудачи с издательством «Наука» стало ясно, что в ближайшее время напечатать этногенез в советском издательстве не удастся, а переправлять за границу и печатать главный труд жизни в каком-нибудь Париже Гумилев не мог и не хотел. Во-первых, книга была вовсе не антисоветской, а потому для диссидентского движения ценности не представляла. Во-вторых, сам Гумилев не любил диссидентов. Печатать этногенез надо было на родине. Но как это сделать? И Гумилев решил депонировать свою книгу во Всесоюзном институте научной и технической информации, ВИНИТИ. Депонированная рукопись — это нечто среднее между нормальным изданием и анабиозом в ящике письменного стола. Однако и на это кладбище идей, концепций, сочинений надо было еще попасть.
30 октября 1978 года ученый совет ЛГУ представил рукопись Гумилева к депонированию, но только в первых числах марта следующего года Гумилев депонировал первые 10 листов своей книги. Он не терял времени даром, расширял текст, дополнял, переписывал. В конце концов, объем рукописи вырос почти на треть, и Винити согласился принять ее, разделенной на 3 выпуска. После депонирования первой части случилась заминка. Сотрудница Винити Ансберг чуть было не зачитала 2-ю и 3-ю части. Гумилев даже пригрозил ей уголовной ответственностью. Только в октябре 1979-го депонирование было закончено. Так началась жизнь одной из самых оригинальных книг XX века. В отечественной исторической мысли этногенез и биосфера Земли не имел аналогов, потому что даже Россия и Европа Данилевского уступала книге Гумилева во всех отношениях, от стилистики до строгости научной терминологии. До 1979 года пассионарная теория этногенеза была распылена между 2 десятками статей, опубликованных научными журналами. Теперь Гумилев не только собрал все статьи, все идеи, мысли, догадки в одной книге, но и внес изменения. Именно по этногенезу и биосфере надо изучать теорию Гумилева. Всякое совершенное литературное произведение – загадка для читателя и критика, а этногенез принадлежит и науке, и литературе. Несмотря на устрашающую терминологию, на чрезвычайную сложность самого предмета, на непривычность исследования, книга Гумилева читается на одном дыхании. Если красота в самом деле критерий истинности научной теории, то теорию Гумилева следовало признать безупречной. Но красота этногенеза куплена дорогой ценой. Не зря Николай Глотов еще 10 лет назад предостерегал Гумилева от красивых, но поспешных умозаключений, от изящных, но недоказанных гипотез. Трактат Гумилева соединил замечательные наблюдения, тонкие догадки, необычайное прозрение с многочисленными натяжками и упрощениями. Но еще удивительнее другое — сочетание в трактате науки с вероучением. Православный еретик? До сих пор речь шла о науке, о литературе, об истории народов. Но последняя, 9-я часть трактата «Этногенез и биосфера Земли» даже на первый взгляд кажется чем-то инородным. Она называется «Этногенез и культура» и состоит из 2 глав: 37-й «Отрицательные значения в этногенезе» и 38-й «Биполярность этносферы». Вроде бы та же естественно-научная терминология, что и в предыдущих 8 частях. Вроде бы и здесь речь об этносах, пассионарности, истории, этнологии. На самом же деле 9-я часть этногенеза посвящена учению об антисистемах, которое принадлежит не науке, а философии, причем философии религиозной. Центральный для учения об антисистемах вопрос о природе добра и зла к науке отношения не имеет. Гумилев задумался о природе зла, а значит и добра, скорее всего, во время своего первого, 1935, или второго, 1938, следствия. Может быть, несколько позднее, в Норильском лагере. Первый результат его размышлений — посещение Асмодея и волшебные папиросы, осенняя и зимняя сказки. Источников, которые позволили бы нам судить о развитии этого учения Гумилева, очень мало. Видимо, Гумилев создал это учение параллельно пассионарной теории этногенеза. Андрей Зелинский вспоминает, как Гумилев еще в 1959 году во время Астраханской экспедиции прочел целую богословско-философскую лекцию об учении Иоанна Скотта Эригене, шотландского богослова IX века. 30 лет спустя в книге «Древняя Русь и Великая степь» Гумилев будет иллюстрировать свое учение об антисистемах, в том числе учением Эригены.
Для Гумилева пассионарная теория этногенеза и учение об антисистемах были связаны. Но грамотный читатель и ученый-исследователь должны их различать. Впервые Гумилев изложил это учение не в монографии или в статье, а в художественном альбоме «Старобурятская живопись». В трактате «Этногенез и биосфера Земли» Гумилев развил и обосновал свое учение уже более последовательно и по-своему убедительно. Он начинает 9 главу «Этногенеза» дискуссией с Карлом Ясперсом, немецким философом. Сочинение Ясперса Гумилев прочел по-немецки, что само по себе говорит о чрезвычайном интересе русского ученого к немецкому экзистенциализму и его концепции осевого времени. Гумилев плохо читал по-немецки. Из письма к Кузину 17 июня 1970 года. В твоем письме противоречие. Ты рекомендуешь читать немецкие работы и щадить себя. Или то, или другое. Тем более, что немецкий я знаю слабо. Гумилев брался за немецкую книгу, если действительно не мог без нее обойтись. Например, он добросовестно штудировал монографию Лю Маоцзая, известного немецкого тюрколога, с которым, между прочим, иногда сравнивают самого Гумилева. Вообще-то Лев Николаевич, как и большинство историков, относился к философам снисходительно. Болтологи и бездельники, что с них взять? Но книга Ясперса его по-настоящему взволновала. Гумилев увидел в нем достойного противника. В число предшественников Ясперса, пусть не идейных, но исторических, следует зачислить Жана Кальвина и в какой-то мере Иоанна Скотта Эригену, а в число противников его учения — Пелагия и естествоиспытателей, изучающих окружающий мир, а также историков как эрудитской школы, так и теоретиков, например, Тьерри. Какое странное, диковинное сочетание. Естествоиспытатели Агюстен Тьерри и Пелагий, древний богослов, современник Иоанна Златоуста, и главный оппонент блаженного Августина. Только Гумилев мог бы их объединить. Но как? Лев Николаевич Гумилев, как мы знаем, был воспитан человеком православным. Православным он был от рождения до самой смерти. Перед смертью он исповедовался и причащался, вспоминала Наталья Викторовна Гумилева. Веру он сохранил и даже укрепил в годы страшных гонений на религию, особенно на православную. С мужеством ранних христиан он исповедовал свою веру даже перед следователями МГБ. Из допроса Льва Гумилева 23 декабря 1949 года, Лефортово. Следователь МГБ майор Бурдин. Вы верующий? Гумилев. Я глубоко религиозный. Следователь. Что это значит? Гумилев. Верю в существование Бога, души и загробной жизни. Как человек религиозный, я посещал церковь, где молился. Следователь. Вы занимались и религиозной пропагандой? Гумилев. Не отрицаю, что беседы религиозного характера со своими близкими и знакомыми я вел. Имел место и такой факт, когда в 1948 году я по собственному желанию, в силу своих религиозных убеждений, исполнял роль крестного отца при крещении одной своей знакомой, помощника библиотекаря Ленинградской библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, Гордон Марьяны Львовны. С этой самой Гордон при моем содействии, перекрещенной из иудейской веры в православную, я потом посещал церковь. Следователь. Какой же вы советский ученый? Вы мракобес. Гумилев. В известной мере это так. Судя по воспоминаниям самой Марьяны Козыревой, в девичестве Гордон, Гумилев проявил при этом немалое рвение и упорство. В день крещения Марьяна, довольно легкомысленно относившаяся к этому важному делу, позабыла дома деньги и крестик. Тогда Гумилев велел подруге подождать его на улице, сам сходил к ней домой, взял все необходимое,
а потом уже до самой церкви шел с ней рядом и даже держал будущую крестницу за руку. Еще до войны Гумилев убеждал креститься Эмму Герштейн. Крестником Гумилева стал его первый ученик Гелиан Прохоров. Гумилев не повел его в церковь, как Марьяну Козыреву, но и не скрывал своей религиозности, то есть убеждал не словами, а личным примером. Я все приглядывался к нему, чем он отличается от большинства людей и от меня тоже, вспоминал Прохоров, и потом понял, что верой, которая давала как бы добавочное измерение личности. Я плоский, а у него еще вертикальное есть. Я сам со временем попросил его быть моим крестным отцом и крестился сравнительно взрослым под его влиянием. Повседневная жизнь советского ученого как будто не оставляла места для религии, но Гумилев и в ленинградской коммуналке соблюдал православные традиции, а свою комнату на Московском проспекте попросил осветить. По словам Натальи Викторовны, в храме Гумилев бывал редко, но обязательно приходил на великие церковные праздники. Часто он приезжал в Гатчину, где служил отец Василий Бутыло, духовник Гумилева. А вот Ольга Новикова пишет, что Гумилев каждую неделю бывал в храме, где обязательно исповедовался и причащался. Журналистке Людмиле Стеклянниковой Гумилев рассказывал, будто в 1935 году всерьез думал стать священником, но его отговорили. У нас много священников-мучеников, и нам нужны светские апологеты. Из воспоминаний отца Василия. Ему очень нравились мои проповеди. На отпеваниях он внимательно слушал Евангелие, да еще и рукой иногда махнет, как будто подчеркнет. Вот какая, мол, истина, вот какая правда, вот как Спаситель говорил. Он очень был верующий. Отцу Василию как будто вторит другой священник, а в конце 50-х, в 60-е просто друг Гумилева, Михаил Ардов. В нем я встретил первого в нашем интеллигентском кругу сознательного христианина. Я помню, как поразила меня его короткая фраза о Господе Иисусе. Он вдруг сказал мне просто и весомо: «Но мы-то с вами знаем, что Он воскрес». Михаил Ардов принял православие в 1964-м и еще больше сдружился с Гумилевым, как с одним из немногих верующих интеллигентов. Но со временем Ардов пришел к неожиданному заключению: взгляды Льва Гумилева вовсе не православны. Это странное свойство Гумилева Ардов посчитал наследственным и вспомнил статью Ходосевича о Николае Гумилеве. Гумилев не забывал креститься на все церкви, но я редко видел людей до такой степени не подозревающих о том, что такое религия. С Михаилом Ардовым трудно не согласиться. Более того, я не уверен в том, что Льва Гумилева вообще можно считать христианином. Гумилева более всего интересовал вопрос о добре и зле, а христианство, в том числе и христианство православное, этот вопрос решает непоследовательно. Дьявол — всего лишь падший ангел, который творит зло, а Бог, всемогущий и всеведущий, это зло до поры до времени попускает. Гумилев такой взгляд с негодованием отвергает, ведь Бог при такой трактовке оказывается соучастником дьявола, а значит, несет ответственность за все злодеяния, что совершаются на свете. Гумилев предпочел отказаться от веры во всемогущество и всеведение Бога, чем переложить на него ответственность за преступления и грехи. В этом и заключается его светская апологетика, а точнее теодицея. Если бы он был вездесущ, то он был бы и во зле, и в грехе, а этого нет. Это так, потому что он милостив, ибо если бы он был всемогущ и не исправил бы зла мира сего, то это было бы не сострадание, а лицемерие. Это цитата из так называемого апокрифа. Гумилев пишет, что он будто бы нашел в 1949 году в Государственном музее этнографии
древний текст, написанный уйгурским алфавитом на неизвестном языке, а к тексту прилагался русский перевод, сделанный, судя по орфографии, еще до революции. Гумилев добросовестно переписал перевод, который остался единственным следом этого текста, потому что оригинал пропал. По крайней мере, он, Гумилев, вернувшись в Ленинград в 1956 году, не обнаружил этого сочинения ни в этнографическом музее, ни в Государственном Эрмитаже. Гумилев приписал авторство неизвестному средневековому турфанскому вольнодумцу и все-таки опубликовал перевод, потому что счел мысли автора оригинальными и логичными. Разумеется, дело шито белыми нитками, а Гумилев лишь слегка прикрывает собственное авторство флером мистификации. Судя по рассказу Гумилева, перевод был один, в то время как апокриф Льва Гумилева существует в двух редакциях. Краткой, но с комментарием, включен в книгу «Древняя Русь и Великая степь», и пространной, но без комментария. Пространную редакцию издали в сборнике «Этносфера. История людей и история природы» уже после смерти Гумилева. Апокриф — мистификация, но мистификация, рассчитанная на быстрое и легкое разоблачение. Наталья Викторовна прямо назвала апокриф сочинением своего мужа, но и без этого признания ясно, что Гумилев просто выразил в апокрифе свои мысли четко, кратко и не языком ученого, а скорее языком вероучителя. Комментарий, сочиненный к апокрифу, тем более выдает истинное происхождение этого турфанского вольнодумца. Чего стоит только цитата: «Небытие облекает частицы света, фотоны, и влияет на свободную волю людей через ложь, через необратимость времени и через разрывы в пространстве». Согласитесь, такая лексика не характерна для дореволюционной России, где будто бы был сделан перевод. Я уж молчу о средневековом турфане. Вероучение, изложенное Гумилевым, сложно составное. Сам Гумилев прямо называет его источники: «желтая вера», то есть ламаизм Тибета, несторианство, как ответвление христианства, и восточный вариант митраизма, который Гумилев отождествлял с тибетской религией Бон. Гумилев и демоны. В мировоззрении Гумилева соединялись позитивизм ученого, дуалистическая картина мира, разделенного между Богом и сатаной, и вера в нечистую силу, в степных, горных, домовых созданий, которых обычно соотносят с духами, демонами, языческими богами. Эту нечисть он упоминает даже в своих научных работах, более всего в своем бестселлере «Древняя Русь и Великая степь». Причем Лев Гумилев, доктор исторических наук, советский ученый, старался вложить собственные мысли в чужие уста. Языческие боги не считались надмирными существами. Это живые организмы, но более могущественные, нежели люди, иначе устроенные, но соизмеримые с другими организмами, населяющими Землю. Они просто на порядок совершеннее людей, как люди совершеннее муравьев. Эти взгляды Гумилев приписывает христианской церкви, хотя и в православии, и в католицизме на проблему демонологии смотрят совершенно иначе. Подход Гумилева к демонам, как к высокоразвитым животным, в сущности, как к части биосферы, очень далек от христианской традиции. У Гумилева демоны могут быть вредными и неприятными, но это вполне земные создания, к мировому злу никакого отношения не имеющие. От традиционного для русского православия двоеверия воззрения Гумилева отличались именно непреодолимой границей, отделяющей земную нечисть от сатаны, отца лжи, окруженного сонмом огненных демонов, вроде ветхозаветного Яхве. Сатана — враг рода человеческого, а нечисть — просто наши невидимые, но реально существующие соседи. Гумилев не без удовольствия цитирует опубликованный славистом Гальковским источник
«О посте к невежам в понеделок 2 недели», где рассказывается о навиях, древнеславянских духах умерших, которые любили угощаться за счет добрых русских двоеверов. Крестьяне оставляли им кувшинчик молока, хлебца и мяса, а навьи их по-своему благодарили. «Мы же походили по болгарам, мы же по половцам, мы же по чуде, мы же по вятичам, мы же по славянам, мы же по иным землям. Не сяких людей могли есмы найти к сему добру и чести и послушанию, яко сии человецы». Почти по Фалесу Милецкому. Мир полон демонов, но не сатанинских, а земных, да еще поделенных, если не по национальному, то уж точно по территориальному и этнокультурному принципу. Славянские домовые, лешие, русалки, тюркские албасты, карачулмусы, тибетские ракшасы и еще многие существа, не обязательно злые. Гумилев, вне всякого сомнения, был убежден в их реальности, иначе не затеял бы заочный спор со скептиками, поскольку многие люди либо видели этих чудовищ, либо ощущали их, не успев погибнуть благодаря заклинаниям или внезапному вмешательству соседей, то никакого сомнения в наличии болезнетворных существ, вызывающих то инфаркты, то анемию, то паралич, не возникало. Но ведь и мы недавно перестали сомневаться в существовании вирусов, хотя их можно видеть только через электронный микроскоп. Наталья Гумилева и Гелиан Прохоров пересказывали историю, которую им, видимо, не раз рассказывал Гумилев. Дело было в 1943 году, во время экспедиции на Нижнюю Тунгуску. Палатку, где жили Козырев и Гумилев, вдруг стало трясти. Рядом с палаткой послышались чьи-то тяжелые, будто слоновьи шаги. Пришлось выбраться наружу и осмотреться. Чужих следов не нашли. Но с тех пор так и пошло каждый день. Необъяснимый шум рядом с палаткой, чьи-то шаги. А однажды кто-то невидимый, но очень сильный, взял Козырева за плечи и толкнул на торосы, да так, что астроном сломал себе 2 или 3 ребра. Тогда Гумилев догадался. Это албаст, демон, хорошо известный народам Средней Азии, Сибири и даже Кавказа. Гумилев начал уговаривать албаста уйти. Из рассказа Льва Гумилева, записанного Гелианом Прохоровым. Я стал обращаться к духу. Сначала по-русски. Чувствую, не понимает. Тогда по-татарски. Не понимает. По-тунгусски. Я тогда говорил по-тунгусски. Не понимает. По-французски. То же самое. Тогда я догадался заговорить с ним по-персидски. Понял. Я попросил его уйти. Тут на палатку налетел вихрь, сильный порыв ветра. Пламя в лампе метнулось, чуть не погасло. И ушел. Ираноязычный демон Гумилева послушался и оставил геологов в покое. Позднее туземцы, скорее всего эвенки, рассказали геологам, что те по невежеству поставили палатку как раз на тропе, по которой ходили местные духи, загородив им проход. После этого палатку, конечно, пришлось переставить. Любопытно, что именно в Норильске Гумилев написал рассказ «Таду Вакка», где некий респектабельный джентльмен из Канберры по ночам превращался в отвратительное чудовище и нападал на людей и домашних животных. Впрочем, этот рассказ появился за 2 года до истории с албастом. В Омском лагере албасты, видимо, не водились. Зато там встречались китайцы, которых Гумилев расспрашивал о драконах. Один китаец рассказал, как еще в 30-е годы XX века рядом с его родной деревней приземлился истомленный жарой дракон. Он был очень большой, длинный и пах рыбой. Добрые китайские крестьяне оказали дракону первую помощь, поливали его водой. А затем пошел сильный дождь, дракон ожил, оправился и улетел. Савве Ямщикову Гумилев рассказывал еще одну историю. За ее достоверность не поручусь, но для Гумилева она очень характерна.
Дело было, судя по всему, опять-таки в 1943 или 1944. Однажды он плыл на лодке по Сибирской реке, увидел на берегу идола и решил его прихватить с собой, чтобы в ближайший музей доставить. Тут река заволновалась, забурлила. Я понял, что лодка потонет, и быстро к берегу. Идола поставил, и река сразу утихомирилась. Север Сибири вообще страна чудес. Например, в передовом колхозе имени Ленина, неподалеку от Туруханска, заместителем председателя колхоза был настоящий практикующий шаман, который, если верить Ариадне Эфрон, отбывавший в тех краях ссылку, отвечал за связь с массами. Может быть, там среди эвенков бродят и албасты, почему-то понимающие по-персидски. Верить ли этим историям? Пусть решит читатель. Лев Николаевич всегда любил фантазировать и сочинять. В экспедиции, у костра или за письменным столом — неважно. Но вера Гумилева в демонов не уникальна. Вспомним, как уговаривал Гелян Прохоров дух покойника Хазарина не противиться раскопкам, как заманивал существо из царства теней переселением в Эрмитаж. Лучший друг сатаны. Судя по пространной редакции апокрифа, у гумилевского учения об антисистемах мог быть еще один источник — ересь Маркиона, середина II века нашей эры. Гумилев отнес учение Маркиона, которого богословы считают не гностиком, а христианским ересиархом, к негативным, жизнеотрицающим, что, видимо, не помешало ему заимствовать некоторые идеи Маркиона. Сочинения Маркиона не сохранились, о его взглядах мы можем судить только по христианской критике его учения. Маркион прежде всего отрицал преемственность Ветхого и Нового Заветов. Он отредактировал Евангелие от Луки, убрал все ветхозаветные мотивы. Оставшиеся 3 Евангелия объявил иудейской фальшивкой. Христианские богословы считали Маркиона опаснейшим еретиком, тем более что он создал собственную антицерковь, которая просуществовала несколько веков, конкурируя с христианской церковью. Святой Поликарп Смирнский, встретив Маркиона в Риме, сказал: «Узнаю первенца сатаны». Вслед за Маркионом автор пространной редакции апокрифа называет Яхве огненным демоном и лучшим другом сатаны. Мусульманский Иблис отождествляется не только с дьяволом, но и с Яхве. Если это сопоставить с казнями ни в чем не повинных египтян, особенно новорожденных первенцев, с обманом девушек, у которых подруги взяли золотые украшения на праздник и убежали, не вернув их, с истреблением жителей Палестины, включая детей, то все это больше походит на облик Иблиса, нежели Аллаха. В своих лекциях Гумилев отзывался о Боге Ветхого Завета и его ангелах насмешливо, даже презрительно и очень зло. Появился страшный бог, который закричал: «Ты должен принести мне в жертву первенца». А у этих древних семитов существовал такой обычай, что первого своего сына они убивали в жертву Богу. А жене-то было жалко, она быстренько взяла острый камень, сделала обрезание Моисею и духу или богу, который там был, бросила окровавленный кусок мяса и закричала: «Бери, уходи!» Ну, тот по глупости своей, по наивности забрал и ушел. Яхве только огненный демон, но еще не сам сатана. Природа печального и алчущего дьявола в том, что он не был сотворен Богом. Он — воплощенное небытие, ничто. Но если сатана — это небытие, то что есть Бог? Бог — личность, создатель материального мира, последний же очень нравится жизнелюбивому Гумилеву. Бог добр, а значит, мир, сотворенный им, благ. Поэтому все нормальные религии, с точки зрения Гумилева, должны благословлять мир, а все нормальные люди — любить мир, природу, биосферу. Гумилев любил цитировать боннский гимн
переведенной тибетологом Брониславом Кузнецовым. «Да будет небо сапфир, пусть желтое солнце мир наполнит светом своим оранжево-золотым. Да будут ночи полны жемчужным блеском луны, пускай от звезд и планет спускается тихий свет, и радуги окоем сияет синим огнем. Пусть поет дождь океан, пусть будет вечная земля, родительница добра. Здесь так зелены поля, так много прекрасных стран». Мир прекрасен и разумно устроен. Даже болезнь и смерть не зло, а следствие естественного порядка вещей. Более того, автор апокрифа верит в переселение душ. Чередование смертей и рождений не зло, а благо. Вечная душа, атман, перерождается, забыв обиды и горе, перенесенные ею в предшествующей жизни. Цепь перерождений непрерывна. Гимн жизни, гимн природе и мирозданию, возможно, и сочетался с восточным митраизмом, но сочетался ли он с христианством, впитавшим в себя вполне антисистемные с точки зрения Гумилева, то есть мироотрицающие идеи? Мироотрицанием проникнуто откровение Иоанна Богослова. Образ жизни монахов, посвятивших себя Господу, прямо противоположен жизнерадостному гимну жизни. Подвиги святых, умерщвлявших плоть постом и молитвами, тоже с трудом вписываются в гумилевскую концепцию позитивного мироощущения. Видимо, Гумилев не вполне понимал сущность христианства, но, по словам Михаила Ардова, был совершенно убежден, что его взгляды ни в чем не противоречат не только христианству вообще, но даже православию, то есть самой строгой, ортодоксальной ветви христианства. Гумилев был уверен, что его религиозное воззрение не противоречит и научной картине мира. Убежденный позитивист, не сомневавшийся в универсальности научного познания, он даже религию сделал материалистической. Это не так уж трудно, ведь Бог Гумилева — это творящее бытие. Если его не персонифицировать, то противоречие с наукой и вовсе исчезнет. Материалисты считают, что в мире нет ничего, кроме материи, вещества и энергии. Но разве не так же считал и Гумилев? Отсутствие материи — вакуум, тоже понятие физическое, вполне научное. Его Гумилев и отождествил с понятиями «ничто», «пустота», «бездна». Физики знают, что при интенсивных термодинамических процессах идет утрата вещества, преображающегося в световую энергию, а последнее уходит из своей системы в межгалактическую бездну. Это аннигиляция, которая не смерть, но страшнее смерти. Древние мудрецы это знали, они даже персонифицировали, как это было тогда принято, принцип аннигиляции и назвали его Люцифером, то есть носящим свет. Правильнее будет неточный перевод — уносящий свет. Куда? В бездну. А бездну сопоставили с адом, самым страшным из всего, что могли вообразить. Современная физика тоже оперирует этим понятием, конечно, называя его по-своему — вакуум. Бездна — это пространство без дна, то есть без конца, а следовательно и без начала. Вакуум — это мир без истории. В каждом малом объеме пространства непрерывно рождаются пары частица-античастица. Но тут же они взаимоуничтожаются, аннигилируются, испуская кванты света, которые, в свою очередь, проваливаются в никуда. Ну, разве это не ад в понимании древних, считавших бессмертную душу частицей света? Учение поразительное. Материалистическая картина мира оказалась у Гумилева вполне религиозной, а понятия биологии, географии, физики обрели
религиозный смысл. Даже Большой взрыв трактуется как чудо творения. Мир, созданный Богом, им же и поддерживается, и развивается. К этому же выводу пришли современные физики-космологи, которые истолковали создание мира как первоначальный взрыв, то есть проявление надмирной силы. Гумилев разделил все религии и философские учения по одному признаку — отношению к биосфере и, шире, к природе и миру. Для жизнеутверждающих учений материальный мир — это благо, для жизнеотрицающих материальный мир — это зло. Первые славят бытие, вторые — небытие, пустоту, ничто. Первые защищают богатство и разнообразие жизни, вторые мечтают или уничтожить жизнь, или преобразовать ее до неузнаваемости. Первые охраняют природу, вторые ее разрушают. На одном полюсе стоит Дерсу-Узала, образ, описанный Арсеньевым, на другом — изобретатель ДДТ, имени которого я не хочу знать. Антисистема. К жизнеотрицающим учениям Гумилев отнес гностицизм, манихейство, исмаилизм, павликианство, богомильство. Если вокруг такого учения формируется община из людей, искренне принимающих жизнеотрицание, то Гумилев называл такую общину антисистемой. Антисистемы враждебны миру, природе, биосфере, опасны для существования нормальных этносов. Вера в предопределение, по мнению Гумилева, тоже угодно дьяволу, потому что снимает ответственность человека за поступки. Вот почему к людям с жизнеотрицающим мироощущением Гумилев отнес и блаженного Августина, и Жана Кальвина, а их противников, соответственно, к сторонникам добра и света, верующим в истинного Бога. Поэтому естествоиспытатели, изучающие биосферу, и оказались в одном лагере с Пелагием, последовательным сторонником свободы воли и оппонентом Августина. В нормальных условиях нормальные люди к антисистеме не примкнут. Такие общины образуются только в зонах негативных этнических контактов, внутри этнических химер, где, как в коммуналке с неуживчивыми соседями, все друг друга ненавидят, а нормальные этнические традиции искажаются из-за контактов с чужаками. В этнических химерах появляется много людей с жизнеотрицающим мироощущением, которые и объединяются в антисистемы. На первый взгляд, учение очень логичное и удивительно непротиворечивое, но только на первый. Владимир Губайловский не только профессиональный математик, но и человек, сведущий в современном естествознании, сразу же поймал Гумилева на дилетантизме. Почему кванты, которые рождаются при аннигиляции, проваливаются в никуда? Они, может быть, тут же сталкиваются и порождают новые частицы, процесс-то обратимый. Неплохо, кстати, было бы и успокоить своих читателей, вспомнив, например, что не могут все частицы вещества аннигилировать. Это противоречит закону сохранения барионного заряда. Так что стремление социального человека к пустоте, то есть к уничтожению и смерти, образ, который Гумилев находит в аннигиляции и превращении всей массы в излучение, ограничено не только биологической природой и инстинктами человека, но и фундаментальным физическим законом. Но этот вывод никак с теорией этногенеза не связан. Картина, нарисованная Гумилевым, красива и зловеща. Чувствуешь себя виртуальной частицей, которая вот прямо сейчас и аннигилирует. Но никогда никакая аналогия не была доказательством. У географии свои законы, у физики свои, и что бы там в физике микромира ни происходило, вряд ли это существенно для понимания этногенеза. Научное рассуждение так строиться не может. Конечно, но ведь перед нами не наука, а религиозное учение, которое Гумилев только закамуфлировал под научное.
Гумилев не обманывал своих читателей, камуфляж был искренней попыткой соединить несоединимое. Тем не менее, для научного наследия Гумилева учение об антисистемах сослужило дурную службу. Оно оттолкнуло от Гумилева многих серьезных исследователей. Тот же Губайловский, сначала очарованный научной мыслью Гумилева, прочитав 9-ю часть этногенеза, превратился в последовательного критика гумилевщины. А ведь в учении об антисистемах еще немало слабых мест. Гумилев не только историк, но и географ, к тому же много интересовавшийся проблемами экологии и развития биоценозов, не мог не знать, что почти все экологические преступления человечества совершены вовсе не представителями зловещих антисистем, а самыми обычными людьми, которые руководствовались не мироотрицанием, а банальной корыстью, жаждой легкой наживы. Леса на Апеннинском полуострове свели за много столетий до появления патаренов. Не альбегойцы сливали в Гаронну и Луару промышленные стоки, не исмаилиты истребили туранского тигра. К сожалению, многие гумилевцы превратили учение об антисистемах в нечто и вовсе карикатурное. К антисистемам отнесли не только коммунизм, но и западный социализм и либерализм. Что общего с жизнеотрицанием у сторонников социальной справедливости? Неужели же можно причислить к антисистемам рабочие партии, боровшиеся за повышение зарплаты, за 8-часовой рабочий день и оплачиваемый отпуск? Что общего с мироотрицанием у защитников прав и свобод человека? Более того, нельзя причислять к антисистемам и нацизм с коммунизмом. С последним все как будто ясно. Коммунистический идеал, всеобщее равенство в свободном бесклассовом обществе, справедливое распределение плодов труда, интернационализм и мир между народами — утопия, но никак не мироотрицающая. А нацизм и подавно далек от антисистем. Идеология нацизма представляла собой самый бесстыжий национальный эгоизм. Она обернулась ужасом для Европы, но мир, жизнь, природу нацисты не отрицали никогда. К сожалению, люди, поверхностно и слабо знающие историю, решили, что антисистемы и несут ответственность за самые страшные преступления, совершенные нацистами и коммунистами. Своим наивным последователям невольно подыграл и сам Гумилев, в одном из интервью назвавший Сталина человеком, сочетавшим пассионарность с негативным жизнеотрицающим выбором. Но Иосиф Виссарионович тоже любил жизнь, что не мешало ему уничтожать сотни тысяч невинных людей. При всем том он не стремился истребить все живое на земле во имя слияния с абстрактным абсолютом. Не причислил же Гумилев к антисистемам легизм правителя Шаньяна и не посчитал империю Цинь антисистемой, хотя немного найдется в истории человечества деспотов, подобных Цинь Ши Хуанди, хоронившему заживо последователей Конфуция. Гумилев, Филонов и Заболоцкий. Словом, если антисистемы и существуют, то они редко играют в истории человечества важную роль. А вот люди с жизнеотрицающим мироощущением — не миф. В первую очередь вспоминаешь, конечно, Шопенгауэра. Странно, что Гумилев спорил в своем трактате с Ясперсом, а не с его идейным предшественником. Зато в истории русской литературы Гумилев нашел поэта с жизнеотрицающим мироощущением — Николая Заболоцкого. Гумилев всегда цитировал только одно стихотворение Заболоцкого — «Ладейников», и всегда только один фрагмент. Ладейников склонился над листами, и в этот миг привиделся ему огромный червь, с железными зубами схвативший лист и прянувший во тьму. Так вот она, гармония природы, так вот они, ночные голоса, так вот о чем шумят во мраке воды, о чем, вздыхая, шепчутся леса. Ладейников прислушался. Над садом шел смутный шорох тысячи смертей. Природа, обернувшаяся адом, свои дела вершила без затей. Жук ел траву, жука клевала птица,
Хорек пил мозг из птичьей головы, и страхом перекошенные лица ночных существ смотрели из травы. Природа вековечная давильня соединяла смерть и бытие в один клубок. Комментарий Гумилева к Ладенникову предельно точен. В этих прекрасных стихах, как в фокусе линзы телескопа, соединены взгляды гностиков, манихеев, альбегойцев, карматов, махаянистов, короче, всех, кто считал материю злом, а мир — поприщем для страданий. О мироощущении Заболоцкого я впервые услышал в телевизионной лекции Гумилева из цикла «Этносы Земли». Я был очень удивлен и решил, что Гумилев просто плохо знал стихи Заболоцкого, ведь метаморфозы и особенно завещания противоречили Ладенникову. Потом я предположил, что отношение Гумилева к Заболоцкому сложилось под влиянием матери. Ахматова и Заболоцкий, как известно, друг друга не любили. Анна Андреевна знала о воинственном антифеминизме Заболоцкого. Он убежден, что женщин нельзя подпускать к искусству, вот в чем идея. Но были вещи и похуже антифеминизма. Однажды Ахматова в негодовании сказала Чуковской: «Я только теперь узнала, за что меня терпеть не может Заболоцкий. Ему, видите ли, не нравятся мои стихи». На самом деле не Гумилев, а я плохо знал Заболоцкого. Только прочитав «Столбцы», «Безумного волка», «Школу жуков» и «Торжество земледелия», я оценил интуицию Гумилева. Он был совершенно прав. Согласно Заболоцкому, мир природы несовершенен, ведь он основан на неизбежном и перманентном преступлении, убийстве и поедании трупов. Заболоцкого ужасало господство смерти в этом мире, ее неизбежность и, главное, необходимость. Как можно любить природу, когда в ней царит смерть? Что сказать о поэте, который даже варку супа описывал как гнусное преступление? Когда б мы видели в сиянии лучей блаженное младенчество растений, мы, верно б, опустились на колени перед кипящей кастрюлькой овощей. Это для вегетарианцев. А вот для всех остальных. Там примус выстроен, как дыба. На нем от ужаса треща чехоточная воет рыба в зеленых масляных прыщах. Там трупы вымытых животных лежат на противнях холодных, и чугуны купели слез венчают зла апофеоз. Заболоцкий, как и Гумилев, дитя XX века, искал спасения в технократических утопиях. Звери у него переходили на прямое питание солнечной энергией и непосредственно усваивали химические элементы. Не стало хищников и жертв. Вместо вековечной давильни появилось царство разума, где растения и животные не поедают друг друга, но предаются философским беседам. Там кони, химии, друзья, хлебали щи из 100 молекул. Иные в воздухе вися смотрели, кто с небес приехал. Корова в формулах и лентах пекла пирог из элементов, и перед нею в банке рос большой химический овес. Здесь волк с железным микроскопом звезду вечернюю поет, здесь конь с редиской и укропом беседы длинные ведет. Заболоцкого Гумилев упоминал даже, казалось бы, в очень далеком от русской поэзии контексте. Маздак считал примерно как наш поэт Заболоцкий, что природа — это гадость, это ад, это кошмар, а разум, светлый, который у людей есть, это носитель блага. В глазах Льва Гумилева антагонистом Заболоцкого был Николай Гумилев, само воплощение жизни, а для Льва — вечный идеал и образец для подражания. Николай Гумилев любил женщин, любил родину, ценил интеллектуальные радости, но не чужд был и радостям телесным. Он любил мир, любил и войну. Он был соприроден этому миру. Колесо сансары оборачивалось не вечным страданием,
но вечной жизнью. С сотворения мира стократы, умирая, менялся прах. Этот камень рычал когда-то, этот плющ парил в облаках. Убивая и воскрешая, набухая вселенской душой, в этом воля земли святая, непонятная ей самой. Гумилев. Поэма «Начало». Но есть и еще один повод подивиться интуиции Льва Гумилева. Вспомним, что впервые он написал о мировом зле в осенней и зимней сказках. Художник, хозяин чар, из волшебных папирос списан, вероятно, с Павла Филонова, а само действие сказки происходит в пространстве картины «Пир королей». О творчестве Филонова Гумилев мог разговаривать с двумя высококвалифицированными искусствоведами — Пуниным и Харджиевым. Картины Филонова юный Лёва мог увидеть еще в 1929-30 годах на одном из закрытых просмотров в Русском музее, где разместилась персональная выставка художника, так и не открытая для широкой публики. Более того, Гумилев упоминает даже о своей встрече с Филоновым. «Я видел несчастного и воодушевленного Филонова». Льва могли познакомить с художником опять-таки Харджиев и Пунин. Но вряд ли Гумилев знал, что еще в 20-е годы Николай Заболоцкий учился у Павла Филонова. Лекции Гумилева. Преподавание без науки — тоска. Научные занятия без преподавания — это скорбь. Но когда же Гумилев начал читать лекции? По словам Нины Ивочкиной, дело было еще в 1957 году. Ивочкина, студентка истфака, специализировалась на кафедре археологии, которой заведовал профессор Артамонов. Летом 1957 года в ангарской экспедиции она познакомилась с Гумилевым. Лев Николаевич, видимо, произвел на нее сильное впечатление. И вот осенью 1957-го она пришла к заведующему кафедрой и попросила, чтобы Гумилев прочел студентам курс истории тюрков. Михаилу Илларионовичу идея понравилась. С Гумилевым он не только сотрудничал, но и дружил. Их отношения испортятся только в 1970-м, после дискуссии в журнале «Природа». Артамонов обещал Ивочкиной, что Гумилев прочтет им спецкурс. Если верить Ивочкиной, сам Гумилев такого поворота не ожидал. Во всяком случае, некоторое время глаза у него были недоуменные. А потом сказал что-то вроде того, что от меня, оказывается, многого можно ожидать, или, как теперь говорят, с тобою не соскучишься. Вопрос был решен. Вот так в 1957-58 учебном году Гумилев прочел на историческом факультете ЛГУ свой первый курс лекций. Не скажу, чтобы эта история казалась мне сомнительной или вовсе неправдоподобной. Но многое здесь неясно. Нина Ивочкина тогда перешла только на 3-й курс. Могла ли она так повлиять на судьбу старшего научного сотрудника Гумилева? Обладала ли таким влиянием на могущественного тогда Артамонова? Может быть, Нина Владимировна несколько преувеличила свои заслуги? Более того, невероятна и датировка первого курса Гумилева. Даже факультативный курс необходимо включить в учебный план, который составляется, по крайней мере, за несколько месяцев до начала занятий. Если разговор между Ивочкиной и Артамоновым происходил в сентябре или октябре 57-го, профессор при всем желании не мог бы поставить лекции Гумилева в учебный план. Не сохранилось и документальных подтверждений. Наконец, во второй половине 50-х Гумилев продолжал переписку с Василием Абросовым. Другу Васе он сообщал обо всех заметных событиях в своей жизни, прежде всего научной. О лекциях же не упоминается до самого декабря 1959 года. Из письма Льва Гумилева Василию Абросову от 25 декабря 1959 года. «Завтра оформляюсь в университет, читать факультативный курс «Кочевники Центральной Азии». Видимо,
Ошибка Ивочкиной в датировке вызвана самой банальной причиной. Ивочкина писала мемуары спустя 45 лет после знакомства с Гумилевым, специально для сборника воспоминаний, выпущенного в 2003 году. Устраиваясь на работу в экономико-географический институт ЛГУ, Гумилев оговаривал, что будет читать специальные курсы на историческом факультете при кафедре археологии по договоренности с деканом исторического факультета профессором Мавродиным и завкафедрой археологии профессором Артамоновым. Уже поздней осенью 1962 он читал курс лекций, правда, не у археологов, а на кафедре истории средних веков, который заведовал еще один хороший знакомый Гумилева Матвей Гуковский. Спецкурс был посвящен истории монголов. Гумилеву нравилось читать лекции, хотя он и жаловался, что преподавание поглощает очень много сил. После лекций я целый день ничего не могу делать. В отличие от его будущих лекций по народоведению, этот курс популярностью не пользовался. В 1962 на лекции Гумилева ходили только 2 человека – Гелиан Прохоров и Юрий Ковторадзе. Последний иногда пропускал занятия, и Гумилев тогда шел с Гелианом гулять по городу, превращая лекцию в беседу. «Это было так упоительно интересно», — вспоминал Прохоров. И тогда же Гумилев в своих лекциях начал переходить историко-географические рамки кочевниковедения. Его лекции охватывали историю всех стран, от Китая до Ирана и Византии, давали почти полную историю Азии и Восточной Европы вместе. Однако студенты не спешили записаться на спецкурс Гумилева. Почти все они мало интересовались историей тюрков и монголов, а будущие тюркологи шли учиться на Восточный факультет. Осенью 1963-го Гумилев снова читал лекции при кафедре археологии, но благодарных слушателей, очевидно, не нашел. Тщетно Савицкий желал своему другу воспитать молодых энтузиастов кочевниковедения. Сегодня я начал читать 3-му курсу. У студентов подготовка 0, вернее, -1, то есть у них уже отбита охота учиться. И вот этакое надо переучивать, писал Гумилев Абросову. Примечание. Между прочим, не только Гумилев жаловался на студентов. Если верить критику Виктору Топорову, в середине 60-х студенту германского отделения филфака ЛГУ жаловались будто бы и на самого Гумилева. Из книги Виктора Топорова «Двойное дно. Воспоминания скандалиста». Преподаватели у нас были сильные и знаменитые. То есть одни сильные, другие знаменитые. Старческим маразмом и смертельной скукой веяло от лекций прославленного Проппа. Студенты с соседнего ВОСТФАКа при малейшей возможности прогуливали лекции Льва Гумилева и говорили о них сплошное занудство. У Льва Гумилева много критиков, которые обвиняют его в легковесности, излишней литературности, даже в шарлатанстве. Но я больше не встречала обвинений в занудстве. Однако гораздо больше удивило другое — преподавание Гумилева на Восточном факультете. Я уже было решил, что Виктор Топоров что-то путает, когда мне в руки попал интересный документ. Это характеристика на старшего научного сотрудника НИГАИ ЛГУ Гумилева Льва Николаевича, составленная перед его поездкой в Венгрию и утвержденная на заседании парткома 28 июня 1967 года. В характеристике есть и такие слова. Лев Николаевич ведет педагогическую работу на историческом и восточном факультетах Ленинградского университета. Если составители служебной характеристики не ошиблись, то возникает много вопросов. В какие годы Гумилев читал на ВОСТФАКе? При какой кафедре он читал? Как назывался курс лекций? Пришлось отправиться на университетскую набережную. Едва я начал рассказывать секретарю о своем деле и произнес фамилию Гумилев, как меня пригласил к себе в кабинет солидный господин. Он оказался деканом Восточного факультета, доктором наук, профессором Евгением Ильичем Зеленевым.
Профессор Зеленев рассказал мне, как сам слушал Гумилева на теоретическом семинаре по вопросам истории Центральной Азии. Но дело было не в 60-е, а в 1972 или 1979 году. И выступление Гумилева на семинаре было единственным. А мог ли Гумилев читать в 60-е годы целый курс лекций на Восточном факультете? Декан навел справки. Ответ был такой. Курс лекций Льва Гумилева на Востфаке 60-х годов — нечто почти невозможное. Другое дело, что позднее, в 70-е и 80-е годы, многие востоковеды бегали на геофак слушать лекции Гумилева. Но это были совсем другие лекции. Конец примечания. В 1971-72 годах Гумилев начал читать на географическом факультете два курса — «Народоведение» и «География населения». Последний предназначался для студентов вечернего отделения, а «Народоведение» было факультативным курсом для студентов геофака. Содержание курса можно передать так. Всемирная история с точки зрения пассионарной теории этногенеза. По словам Гумилева, на первую лекцию к нему пришла только одна студентка, да и та хотела уйти. За нею два парня ухаживали и поджидали за дверью. Я вышел и сказал им: «Нет, идите, идите, вы останетесь дураками, а она будет хоть одна культурная женщина». На следующий день явилась вся группа. В отличие от спецкурса о тюрках и монголах, народоведение и география населения быстро обрели популярность. Обычно студенты часто смываются с лекций. Это не секрет, об этом часто ставился вопрос на ученом совете, как их надо записывать и принуждать к посещению. С моих лекций студенты перестали смываться после второй или третьей лекции. После этого стали ходить сотрудники института и слушать, что я читаю, рассказывал Гумилев. Кроме студентов геофака стали приходить и вольнослушатели со всего Ленинграда. Ольга Новикова пишет, что вольнослушатели у Гумилева появились в 1974-м. Но Ольга Тимофеева, выпускница геологического факультета ЛГУ, утверждает, что начала слушать лекции Гумилева уже в 1972 году, когда училась в аспирантуре. Значит, она и была одной из первых вольнослушательниц. Тимофеева пришла послушать сына Ахматовой и Николая Гумилева, совершенно не представляя, что ее ждет. Гумилев предложил студентам прочитать две свои лекции без перерыва, чтобы можно было закончить занятие на 10 минут раньше. Все согласились, но из затеи ничего не вышло. Всякий раз лекция заканчивалась гораздо позже, так как слушатели не только забывали смотреть на часы, но, не имея сил оторвать взгляд от удивительного рассказчика, даже записать ничего не могли. В том же 1972-м лекции Гумилева слушал географ Бекшенев. «Это был великий артист», — вспоминал Олег Георгиевич. Впечатление производил необыкновенное. Гумилев хранил в памяти множество дат и фактов, хотя никакими записями он не пользовался. Перед Гумилевым не было даже листочка с планом, при этом лекции были необычайно хорошо структурированы. Но после лекций в головах не оставалось ничего, потому что никто не конспектировал, все только слушали, не могли оторваться. Мы знаем о лекциях Гумилева не только по легендам. Слушатели начали приносить на лекции аудиомагнитофоны. Все старались сесть поближе к лектору, а тем, кому не повезло, приходилось тянуть руки с микрофонами через головы других слушателей. Лекции Гумилева таким образом попали в ту же категорию, что песни Высоцкого. Их также записывали, чтобы слушать дома, законсервировав при помощи современной техники голос любимого артиста. Гумилев не любил, когда его лекции конспектировали. Однажды он сказал студентке, задавшей какой-то глупый вопрос: «Я профессор, я читаю лекцию, вы ее записываете, чего я не требую, кстати сказать. Я требую, чтобы вы понимали, а вы записываете. Зря. Но это ваше дело». Гумилев, как настоящий артист, наслаждался вниманием слушателей, а не диктовал учебное пособие к зачету. Для подготовки к зачету лекции были не нужны.
Гумилев на зачете давал какое-нибудь неожиданное задание. Например, приносил этнографическую карту СССР, составленную Козловым, и просил найти хотя бы 2 ошибки, которые допустил его недруг-этнограф. Не все задания были так сложны и так оригинальны. На зачете по географии народонаселения Гумилев называл страну, допустим, Бразилию или Боливию, и надо было ответить, на каком континенте она расположена, на каких языках говорят ее жители, что производят. Если студент отвечал, что Бразилию населяют бразильцы, которые говорят на бразильском языке, а производят бразильский кофе, зачет приходилось пересдавать. Не поставил он зачет и студенту, который сказал, будто во Франции есть река Лаура. В 70-е годы народу на спецкурсе Гумилева было еще не так много. Он признавался Савве Ямщикову: «Я читаю для 20, может быть, 30 человек». Зато вольнослушателей было намного больше, чем студентов, так что университетский факультатив понемногу стал превращаться в курс публичных лекций, все более популярных. На лекции, которые Лев Николаевич читал десятку студентов-географов в университете, приходило до 200 вольнослушателей. Люди сидели в проходах, вдоль стен, стояли у дверей в коридоре. Лектору оставался свободным небольшой пятачок около кафедры и географической карты. Его лекции увлекали, на них рвались и люди со стороны, писал Сергей Лавров. В начале 80-х Гумилев читал обычно 2 раза в неделю. Позднее, после того, как на геофаке ему сократили лекционную нагрузку, раз в неделю. К лекциям Гумилев готовился тщательно. С самого утра ничего не ел, надевал свой лучший костюм. По словам Стеклянниковой, Гумилев в такие дни выглядел торжественно, взволнованно, как жених перед свадьбой. Обедал он уже после лекции, поздним вечером. Гумилева стали приглашать с лекциями в общество знания. Что это за общество, теперь помнят только те, кому больше 40. Советский проект был основан на идеях просвещения. Новый человек, советский человек, должен быть в курсе новейших достижений науки, поэтому государство не жалело денег на распространение знаний. Многие преподаватели университетов подрабатывали именно чтением лекций в обществе знания. Гумилев оказался для общества знания просто находкой. На его лекции не надо было ни заманивать, ни загонять. Все 750 мест большого зала Центрального лектория на Литейном проспекте были заполнены, иногда люди даже сидели друг у друга на коленях. Приходилось устанавливать динамики в соседнем помещении, там Гумилева не видели, только слышали. За билетами на лекции стояли очереди. Конечно, не каждый раз у Гумилева было столько слушателей, не всегда он выступал и в такой громадной аудитории, но лекции охотно читал везде, куда его приглашали. В начале 80-х ходил на Грибоедов канал читать лекции в Ленинградском финансово-экономическом институте. Ездил с лекциями в Гатчину, в Ленинградский институт ядерной физики. Приглашали его и в Ленинградское отделение Института земного магнетизма. Начались и поездки, прежде всего в Москву и Новосибирск. Савва Ямщиков устроил лекцию Гумилева в Центральном доме художника на Крымском валу. Лев Николаевич выступал часа 2. Зал вмещал 800 человек, но собралось около 1000 человек, сидели на ступеньках в проходах, висели на люстрах. В знаменитом Новосибирском академгородке, если верить Гумилеву, успех был огромным. В зал пускали по билетам, но там было 2 двери, в одну впускали, другая была закрытая, вспоминал Гумилев. Так вошедший подходил к закрытой двери, под нее подсовывал билет, его товарищ брал и снова проходил. Особенно ценили лекции Гумилева естественники и технари, инженеры, химики, географы, биологи. Научно-техническая интеллигенция была его самой благодарной аудиторией. Теория Гумилева привлекала инженеров и ученых системностью, логикой. По Гумилеву легко было учить историю, запоминать и понимать ход исторического процесса. Олег Бекшенев говорил мне, что восхищала именно стройная организация его лекций.
Даже пересыпанные шуточками и анекдотами, они не теряли логики построения научной мысли. Впрочем, есть и другие отзывы. Протоиерей Михаил Ардов. Само его выступление, а я ни до, ни после его публичных лекций не слушал, произвело на меня несколько тягостное впечатление. Разумеется, говорил он блистательно, сыпал фактами, именами, датами, парадоксальными суждениями. Но все это как-то легковесно, несолидно, эдакий научный Аркадий Райкин, виртуоз на профессорской кафедре. Историк книги Геннадий Фафурин. Гумилев — лектор как лектор, ничего особенного. Он напоминал пожилого директора завода, говорил спокойно, сознавая собственную значимость. Эрудиция его была огромна, но вы ничего не потеряли, что не слышали его вживую. Телевизионные лекции даже лучше, там он не отвлекался на анекдоты. Даже эти отзывы в сущности не меняют картины. Одним нравится манера Гумилева читать лекции, другим нет, дело вкуса. Неожиданный успех Гумилева вызвал у начальства беспокойство. Хотя в его лекциях не было ничего антисоветского, пассионарная теория этногенеза легко уживалась с марксизмом, благонадежным человеком он не считался никогда. Иногда позволял себе даже некоторые идейные вольности. Козырева вспоминает одну из них. Лев Гумилев. Когда я был геодезистом... Голос из зала. А когда вы были геодезистом? Лев Гумилев. Когда все порядочные люди были геодезистами. И вот его лекции начали переносить из большой аудитории в маленькую, которая не могла вместить всех слушателей. Иногда курс по звонку из парткома приостанавливали. Лекции не то чтобы вовсе запрещали, а не рекомендовали их читать. Бывало, покровитель Гумилева Лавров советовал ему переждать некоторое время, не читать лекции, чтобы затем возобновить. В 1981 году Гумилев подготовил свой курс лекций к печати и отправился знакомой дорогой в редакцию «Восточная литература» издательства «Наука». Главный редактор «Восточной литературы» Олег Константинович Дрейер, давний знакомый Гумилева, рукопись принял и вернул уже через 2 дня, вообще запретив приходить в редакцию. Дрейер, правда, прямо не отказал, а поставил условия: напечатаем, если какую-либо из работ Гумилева примут к печати вопросы истории. В этом журнале Гумилев не печатался с 1970 года. Тогда он предложил свой курс лекций в издательство Ленинградского университета, но и здесь получил отказ. Курс лекций выйдет только в 1990 году под названием «География этноса в исторический период». В конце 90-х его переиздадут уже под авторским названием «Конец и вновь начало». Но устная речь заметно отличается от письменной, и география этноса — это упрощенный и сильно упрощенный вариант этногенеза и биосферы, предназначенный для массового читателя. Очарование гумилевских лекций лучше передает сборник «Струна истории», где опубликована расшифровка курса этнологии, который Гумилев прочитал в Ленинградском университете в 1977 году. Записал этот курс Константин Иванов, который со второй половины 70-х приносил магнитофон на все лекции учителя, а расшифровала и снабдила комментариями Ольга Новикова. Недавно вышла и аудиокнига, но слушать ее дольше 5 минут я не смог. Гумилевский текст там озвучен равнодушным голосом артиста. Насколько же проигрывает этот правильный, с идеальной дикцией голос живой речи Гумилева. Лучше уж просто купить настоящую напечатанную книгу и прочитать. Со страниц как будто звучит подлинный голос Льва Николаевича. Как известно, Лев Николаевич страдал дефектами речи. Фраза «Ира была хорошая» у Гумилева звучала так: «Ива была хорошая». «И как вы меня понимаете? Я же 33 буквы не выговариваю», — спрашивал Гумилев своих студентов. Он, разумеется, кокетничал, рисовался. Гумилев знал,
Эти изъяны лишь придают ему шарм. Я хотел написать и о собственных впечатлениях от курса Гумилева. Разумеется, с Гумилевым я не встречался, но в начале 90-х по ленинградскому телевидению, которое как раз начали смотреть и в моем родном городе, шел цикл его лекций под названием «Этносы земли». После этих передач я и увлекся гумилевщиной. Вообще-то я всегда предпочитал слушать профессора, который не потакает публике и не развлекает ее анекдотами. Но Гумилев случай исключительный. Ольга Тимофеева говорит о Гумилеве-лекторе, речь его завораживала. Это точное слово — завораживала. Дело не только в опыте, в мастерстве, отточенном годами. Вспомним, что еще в 1931-м в горах Хамар-Дабана 19-летний Лев собирал своих товарищей-геологов вокруг таежного костра и рассказывал им удивительные истории, превращая фантазии в быль. И товарищи забывали об усталости, о раннем подъеме, о тяжелой работе. Лекции Гумилева ни с чем не сравнимы, а потому я не стану больше о них рассказывать.